Добрый день всем. Да, я по хлебушку. Так, покаяние остановит гибель, да. Без покаяния нам вообще трудно будет понять, про что говорится в Библии и какая должна быть правильная позиция христианина. Да, еще апостол говорил, что не увлекайтесь разными ветровочениями. И вся суть есть ясно и четко описано в Библии. И если не достает понимания, просите Святого Духа, и будет дано вам, чтобы понять моменты какие-то, которые еще не ясные. Да, история Иосифа нам очень хорошо показывает, как Иосиф не увлекался какими-то ни похотью, ни злостью, ни какими-то вещами. Просто то, что ему Господь вложил в сердце, в разум его, сны его, он все это имел в себе и все время об этом думал и доверял Господу, несмотря даже на такие интересные, такие вещи, как предательство самых близких людей. Вообще предательство, и они отреклись как бы от него. А Иосиф имел мечту от Господа. Иосиф имел правильное сердце перед Господом. Да, в Библии много Божьих праведных людей есть, например, и Иосиф, и история Иоба. Тот же самый Лот, который принял ангелов и даже не боялся пожертвовать своими как бы близкими, ради спасения Божьих людей, да. И не увлекался какими-то нехорошими вещами, а все время имел Господа в сердце, в разуме, и старался делать то, что слышал Господу. Да. Иисус говорит: кайтесь и веруйте в Евангелие. Гордость в большинстве нам мешает наша гордость. Признать, что мы грешны, признать, что нам нужен Господь. И без Него мы не имеем никаких вариантов. Да. Иисус Господь. Да. Кайтесь. Покаяние покрывает много вещей, чтобы нам приблизиться к Господу. Божий благ всем. Аминь.